Привет-привет, ребята! В эфире «Это мы». Как дела, зрители? Сегодня я пришел не один. Сейчас будет что-то интересненькое. Знакомьтесь, это слон Бихаб. Но ведь у нас же не программа для самых маленьких. Мы здесь с народностями знакомимся, их культурой и традициями, а не в игрушки играем. Так у меня все в тему. Самые известные слоны какие? Правильно, индийские. И сегодня мы познакомимся не только со слоном Бихабом, но и с коренными жителями Индии. Программа «Это мы» рассказывает, как дружно живут народы в Башкортостане. А их у нас целых 160. Каждый раз любопытные ведущие отправляются в путешествие по культуре и истории одной из народностей. Будет полезно, вкусно, звонко, нарядно и, конечно же, интересно. Так как большая часть индийцев нашей республики проживает нигде иначе, как в Уфе, то нам далеко не пришлось ехать. Мы отправились в Башкирский государственный медицинский университет. Все наши герои – будущие врачи. У нас в республике Башкортостан проживает чуть более 4000 индийцев, и большинство из них – это городские жители. Наиболее плотно коренные представители этой народности расселены в городах, но и совсем незначительная их часть проживает в сельской местности. В Индии говорят на 447 языках и 2000 диалектов, хотя в Конституции Индии оговорено, что государственных языков всего два – хинди и английский. Но английский мы сейчас не будем изучать, мы изучим хинди. Из истории известно, что Индия была английской колонией на протяжении 2 веков. Поэтому жители этой страны прекрасно знают английский язык, но все же их родной хинди. На нем говорят жители северных и центральных регионов страны. Также хинди является одним из литературных языков Индии. Хотя в хинди очень много слов арабского и тюркского происхождения. Он с этими языками ничего общего не имеет, ни в каком родстве не состоит. Современный язык хинди пользуется собственной системой письма, называемой Деванагари. Каран, в чем особенности индийского языка? Как каждый язык имеет особенности, индийский язык тоже имеет. И это вообще из деревенского языка санскрит. Шрифт рукописный. На каждом букве, допустим, К, есть линия, а без линии не пишется шрифт. А это буква К? Да, это буква К. Такая необычная она. Да, вот. И поэтому индийский язык очень особенный и разный. Там нету, что из латинского что-то или из арабского языка есть. Там совсем другой шрифт, совсем другая логика и совсем другое понятие. Кроме, собственно, букв, в хинди употребляются лигатуры. Лигатуры – это объединение 2 или 3 букв алфавита, Деванагари. А вообще, сколько всего букв в индийском алфавите? Да. Интересно, что у нас есть, так же, как на русском языке, гласные буквы и согласные. У нас согласные всего 35, и гласные буквы есть 11. И также не только хинди, есть у нас еще языки, которые у каждого штата есть свой местный язык. У всех есть разные шрифты, и у всех есть разные буквы и разные слова. Мне очень интересно, как пишутся на индийском некоторые слова. К примеру, как пишется «мама». Конечно, я покажу вам, честно. Это очень интересно. Знаете, когда я приехал в Россию, прямо в самолете я встретился с русской девушкой. Она пригласила меня на чай. И как говорит чай, я сразу понял, что она знает индийский язык. Это было очень интересно, а я начал разговаривать по индийскому языку. Она потом ничего не поняла, а я понял, что по-русски чай будет так же, как на индийском языке. Чай. Так пишется чай. Точно И так как же. вы, да, и как вы спросили, мама, как я рассказал, на санскрит, который деревенский язык, мать, брать, это совсем так же говорится, как по-русски. То есть мать, брать,
это совсем как по русскому языку. Это очень замечательно, что у нас столько одинаково есть слова и пишется только по-другому. В языке хинди у имен существительных только два рода – мужской и женский, среднего рода нет. Еще слово как есть по башкирскому языку, как китаб. У нас Книга. тоже, да, книга. Это совсем одинаково. Есть еще слово как очки. Это пишется как энак. Энак. Мгм. И вот у нас есть, и вместе с этим есть гласные буквы, которые мы пишем наверх. Всегда гласные буквы получаются у нас наверху. Или вот так. Это дает звук А. Чай. Отрицание в хинди может быть только одно. На все предложение и ставится всегда в конце фразы перед глаголом. Как звучит индийский язык? Давайте я что-нибудь про нас скажу. Мера нам Каран है, मेरी मित्र का नाम है Жасмина. То есть я сказал, меня зовут Каран, и моя подруга зовут Жасмин. Жасмина. А как на индийском будет спасибо? О, на индийском спасибо будет Данневад. Даневат. А как будет приятно было познакомиться? Это не совсем как коротко, как по-русскому, но есть там длинные фразы. Это будет «Апсе милке ача лага». «Ача» — это значит «хорошо». Как я вам сказал, «Кэсе хо» значит «как дела». Также будет «Ача ху» значит «у меня все хорошо». У нас нету слова, которое переводится как «до свидания». Мы как увидимся с человеком, мы говорим «намасте», и когда уходим, тогда тоже прощаемся с одной словом «намасте». Намасте. Поэтому, да, это всегда означает, что мы уважаем, и мы как-то приглашаем соединиться с человеком. Каран Даневат очень много интересного знала. Намастет. Намасте. Невозможно представить Республику Башкортостан без застолий и чаепитий. А без чего нельзя представить Индию? Правильно, без чая. Индия, или же как ее официально называют, Республика Индия, самое крупное государство в Южной Азии. Ее территория составляет 3 миллиона 287 тысяч 263 квадратных километра. Это 7-е место в мире. А по численности населения Индия занимает 2-е место, ведь в ней проживает 1 миллиард 329 миллионов 356 тысяч 4 человека. Столица Индии – Нью-Дели. Если вы приехали в нашу Уфу, вы просто обязаны посетить монумент дружбы, то в Индии вы просто не можете не полюбоваться так называемым монументом любви Тадж-Махал. Почему я назвал Тадж-Махал монументом любви? Да все просто, ведь, как известно, этот величественный дворец был построен в память о жене местного правителя Шаха Джахана. Ну и он просто поражает своей красотой, не зря же его называют чудом света. Вы только подумайте, что стены его выложены из особого типа мрамора, который как будто меняет свой цвет в разное время суток. В Башкортостане самая известная пещера – это Капова. Индия же славится своими пещерами Аджанты. Они созданы руками человека. Пещеры Аджанты были созданы во II веке до нашей эры из утеса в форме подковы вдоль реки Вагора. Они использовались буддистскими монахами как молитвенные залы и монастыри в течение 9 веков, после чего неожиданно были брошены, открыты вновь в 1819 году. Вот так, а за полным списком, конечно же, на просторы интернета, а лучше в нашу группу соцсети. О женском индийском народном костюме много рассказывать не надо, ведь его знает каждый. Наверняка вы видели его на концертах или фильмах. Он называется сари и выглядит вот так. Выглядит индийский женский костюм очень красиво, но состоит всего из 2 частей. Основная – это сари, по-другому – это ткань, обертывающая все тело. Этот вид одежды сохранился и по сей день. Правда, на протяжении многих сотен веков она испытывала различные влияния. Вначале греческие, затем монгольские и персидские, поэтому менялись ее формы. Есть еще один вариант одежды – штаны, салвар и рубашка-курта.
Украшения изготавливались в основном из слоновой кости, из жемчуга, кораллов, драгоценных камней, бериллов, изумрудов, рубинов. Люди, принадлежащие к высшим кастам, носили богатые ожерелья и серьги из дорогих камней, множество браслетов, украшавших руки от кисти до локтя. Украшения бедных людей делались из дерева, цветных камешков. Второй элемент женской одежды – это чори – короткая кофточка, которая надевается под сари. Мужской национальный костюм сложнее женского. Состоит он из доти, набедренной повязки, рубашки, плаща или накидки. Накидку набрасывали на оба плеча или только на левое, завязывая впереди. Богатые носили священные шнуры, свиты из 3 нитей, опоясываемые ими через левое плечо, грудь и спину. Традиционная верхняя одежда индийцев – курта. Ткань рубашки зависела от того, к какому слою населения относился мужчина. Также и с обувью. Обувались индийцы в сандалии и кожаные башмаки. Зажиточные люди носили башмаки из белой кожи на цветных каблуках. Бедняки носили обувь, сделанную из коры дерева или из камыша. Индийская кухня – это целая сокровищница блюд. Если вы думаете, что все индийцы вегетарианцы, то это заблуждение, и Нибедита нам это докажет. Главной особенностью кухни Индии является практически полное отсутствие в традиционных блюдах мяса. Основу приготовляемой пищи зачастую составляют овощи, мука, молочные продукты и разнообразные специи. Смесь карри – самая популярная приправа у индийцев. В ее состав обычно входит куркума, кориандр, красный и черный перец, имбирь, кумин и другие травы. Эту приправу добавляют к рису, бобам, лепешкам и другим продуктам. Нибедита, а это правда, что все индийцы вегетарианцы? Нет, это неправда. Я тоже рыба и курица тоже кушаю. И свинина может быть. Еще все общий, горох, молоко пьют. Сегодня я буду покажу вам один сладкий блюдо. Это называется хальва. Ты знаешь, как это готовить? А как это готовить? Ты знаешь, это что называется? Манка, Да, манка. Это миндаль, это сахар. кешью, изюм и сахар. Ты знаешь. Первый масло добавляем, потом жарит манья крупа, потом вода использовать. Через 4 или 5 минут будет кипеть, потом миндаль, все сухие фрукты будут использовать и сахар. То 2-3 минут это готово. Можно попробовать? Ага, конечно. Она такая мягкая, как крем. Спасибо. Я никогда такую халву не ела, обычно они жесткие все. Возьми ты еще один готовит. Это блюдо называется как пулау. А это значит плов, да? Да, А рис ложкой едят или руками? Я в кино Ложкой. видела, что руками. это ложка идет. Еде посвящена часть объема аюрведы, трактата о медицине. А что еще необычного вы можете рассказать о индийской кухне? У нас есть много вещей, которые на России нет. Как это называется катал, потол, винди, еще много. Необычные Еще. такие названия. А что общего у индийской кухни и российской? Как я готовлю морковь, фасоль, перец, картошка, конечно, лук, зеленый лук. Все на индийский есть. А блюда какие есть? Блюда очень острые. Как курицы, куриный суп, еще овощи перемешать, все овощи перемешать, там острые специи использовать. Традиционным напитком является чай. Пьют его холодным или горячим, часто с добавлением дополнительных ингредиентов. Наша индийский там живой рыба есть. На Уфе, на России это немного, потому что там океан нет. У нас в России принято считать, что индийский чай самый лучший. А чем отличается индийский чай от нашего? У нас индийский чай свои ароматы, запах очень вкусный. То на Гароке, как Дарджилинг, Аруначал Прадеш, Ашам, это очень известный чай есть. В
Индии существуют различные религии – индуизм, буддизм, христианство, ислам, джайнизм и другие. Каждая из них подчинена строгим правилам питания. Как вам наша кухня? На русской кухне я очень люблю, потому что я люблю салат. Там много различных салат на русской кухне. Еще различные пирожки есть. На пулау тоже есть наша, как русский тоже. Еще сладкий торт. Я очень люблю. Казалось бы, знакомый плов и такой необычный вкус. Все это благодаря приправе масала. Индийскую музыку слышал абсолютно каждый, ну а про танцы и говорить не стоит, их нужно танцевать. Развитие индийского фольклора связано с легендой о древнем священном тексте, происхождение которого датирует 8 годом до нашей эры. Этот текст Самаведа гласит, что боги создали музыку для людей, которые не владеют грамотой и поэтому не могут постигать смысл священных писаний. И музыка изначально служит средством передачи этого смысла, что, кстати, находит отражение и в некоторых видах современной индийской музыки. У нас в России есть стереотип, то, что индийцы всегда танцуют, это правда? Да, ну да, это правда. Мы очень любим танцевать. У нас в каждой штат есть другая танец, и все люди танцевать. Ну не так, я не могу сказать, ну только кто-то танцевать. Все. Да, все любим танцевать. Вся страна танцует. Да, вся страна танцует. На любой праздник. Да, на любой праздник. Нам не надо праздник, просто так тоже танцевать. Какие движения характерны индийским танцам? Знаешь что, у нас в каждой штат, у нас есть 28 штат, у нас в каждой штат есть типа другой танец, у них свой танец. Например, у нас в Ассам есть биху, они в другом, вообще другой форме танцевать. В Панджаб есть бхангड़ा, это очень интересный танец, я очень люблю этот танец. Еще есть у нас дандия, еще есть гидда, очень много есть у нас. Еще я хочу тебе сказать, знаешь что? У нас только не танец, это только не тела или глаза, но у нас эмоция это самое первое, нам надо эмоции тоже показать. Да, показать, когда мы танцеваем. Это самое важное. В древнеиндийском трактате о танце приводится 28 положений одной руки и 24 положений рук вместе. Приведи пример, как движения отличаются? Короче, у нас в каждой штате есть другой костюм. И костюм тоже, да, получается? Костюм вообще другая, поэтому танец тоже другая. Например, в Панджаб они такие одежды одевают, такого. И в Гуджарат, такие одежды, которые я сейчас одевала, это называют лехнга. И еще есть, которые танцевают, например, биху. Они одеваем сари и в этом будем танцевать. Вот такого, так да. А индийские танцы только веселые или есть тоже и лирические, грустные? Да, есть. Тоже грустные тоже есть такого. Чем отличается движение мужчин от женских? Короче, кто вот на паре будет танцевать, они одинаковые будут танцевать. Кто одела, так одела танцевать. И у нас так нету. Можно, девушки тоже будут делать мужчиной танец, и мужчина тоже. То есть нету разницы? Да, нету разницы. Классический индийский танец, пожалуй, самое древнейшее искусство на сегодняшний день. Что мы сегодня будем танцевать? Давайте я тебе скажу, какие это танец. Один шаг давай делаем. Это называют бхангड़ा. Это из штат Панджаб. Да. Давайте. Вот так надо держать руки. Вот так. Да. И развернуться. Потом ноги так пойдет. Вот. И вот так обратно. А надо чуть-чуть подпрыгивать, да, вот получается? Так. Руки перед собой. Да. То есть вот здесь они как-то сближаются. А здесь так. шире. Ага. И из вверх. Так пойдет, да. Сверху. Да. А второе движение какое? Второе, давайте. Вот так делай руку. Вот так. И так. Вот так. Вот да. Давай попробуем первыми руками, да. Да. И вот ноги так пойдут. Ноги как вот так вот, да, получается? Да. И вот так вот ходишь. Тебе нравится? Вот, сверху. И сколько раз оно делается? 4 раза. То есть... Давай так. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так. Пойдем за ней? Морду.
В индийских фильмах обязательно присутствуют песни и танцы. В основном 3 вида танцев – классический, исторический и народный. Зажигательно и очень красиво. Надеюсь, у меня хоть чуть-чуть получилось передать атмосферу этой яркой культуры. Когда мы слышим о Индии, первое, что приходит на ум, это мехенди. По крайней мере, у нас, у девочек. Мехенди – это искусство росписи тела узорами из хны, история которого насчитывает много столетий. Точное место происхождения мехенди неизвестно, поскольку на протяжении веков искусство росписи хной путешествовало по разным странам и континентам, принимая различные формы в соответствии с традициями и культурой разных народов. Некоторые считают, что мехенди зародилась в Индии, другие утверждают, что в Индии мехенди попало только лишь в XII веке. Однако в наши дни временная татуировка из хны прочно ассоциируется с индийской культурой. Что мы сегодня будем делать? Жасмина – это один из самых известных традиций в Индии. И все девушки, любят очень рисовать хной. Можно это рисовать по праздникам, когда свадьба есть или еще мероприятия какие-нибудь. Откуда взялась эта традиция? Это берется от традиции не только, чтобы красить руки, еще есть там лечебный его, эффект. То есть, когда очень жарко, как в Индии, можно хной рисовать, на голову можно тоже. И это дает очень холодный эффект. Натуральная хна рыжая, а узоры, нарисованные такой хной, коричневые. А какие рисунки должны быть? Есть значение у рисунков? Там есть разные рисунки, и это все означает процесс. Вот, чтобы просто красить на праздниках, можно просто любой цветы рисовать, или солнце, или еще какие-нибудь красивые рисунки. А у нас есть книга. Раньше в деревенское время лечили, это называется аюрведа. Там есть каждый рисунок имеет свое значение и лечение. Допустим, есть на спине точки энергии, и у которых нет там баланс энергии, можно рисовать хной, чтобы получить этот баланс и лечить человека. В среднем узор, нанесенный натуральной хной без красителей, на теле заметен 10-14 дней. Сейчас вот Рену будет рисовать, который модный рисунок. Девушки обычно рисуют по праздникам. И вместе с этой рисункой можно еще добавить имена, может свое имя, или которые девушки замужем могут писать имена своего мужа. А у нас такая хна продается? Честно говоря, я в России видел, но это мы привезли из Индии. А как долго будет держаться рисунок? Вот пока девушка рисует, после этого надо подождать, чтобы это все высохло. И потом просто надо помыть, и где-то неделю держится это. Чтобы рисунок дольше держался, потрите место, куда планируете нанести мехенди, жесткой мочалкой, чтобы снять старый слой кожи. А мужчины рисуют себе мехенди или это только женское? Нет, обычно мужчина никогда не рисует хной, это только для женщин. Как девушки одевают украшения, это тоже видов украшения, тоже себя нарядит, красит и все, проще. Получилось очень красиво. Спасибо, Рена, за такой
Классный рисунок, завтра в школе все обзавидуются. Друзья, всем здравствуйте! С вами Серж и Шанти. Начнем с пляжа Сагартиртха. Если вы хотите отдохнуть, чтобы весь пляж был в вашем распоряжении, то вам именно сюда. Пляж имеет береговую линию протяженностью 4 километра. Пройдя пешком всего 1 километр от озера Свитлейк, мы оказываемся на известном пляже Арамболь. В Арамболе много различных сувенирных лавок с индийскими товарами, а также магазинчиков одежды и украшений от европейских дизайнеров. Ой, так захотелось на слонах покататься. Жаль, что индийцы, населяющие наш Башкортостан, не разводят здесь слонов. Ох уж эти девчонки, какие вам слоны! В Башкортостане климат-то! Ну ладно, главное, что мы дружим народами. Ведь это мы, жители большой страны. Пока! Алвида!